Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о смертельной аварии в Альметьевске и крупной аварии на Горьковском шоссе в Казани. Здесь колея вообще уже такая, что постоянно заносит. Покажем водителя, которого в третий раз задержали за рулем с признаками опьянения. Ну ладно, бывает. Молодой человек при этом вообще не получал водительских прав. А также сильно нетрезвый водитель Део протаранил «Ладу» на улице Залесная. Потом ГАИ мне позвонила, я говорю, у меня водитель не говорит, что не делать, остановиться. Я говорю, а что мне с ним даться, что ли, он бухой. Ночью в метель он ехал домой в Волжск. Это и не только. Прямо сейчас. В Альметьевске этим утром произошла смертельная авария. На улице Герцена, по предварительным данным, 22-летний водитель «Жигулей» на полном ходу въехал в столб. По данным госавтоинспекции, он выбрал небезопасную скорость и, выехав на встречную полосу, не смог завершить маневр. Машину буквально намотало на столб. Сильнейший удар не оставил пассажиру шансов выжить. Самого водителя госпитализировали с травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 13-летней девочке понадобилась помощь медиков после столкновения «Мазды» и «Фольксвагена» на улице Ипподромная в Казани. Удар пришелся в правый бок кроссовера, именно туда, где и сидел ребенок. Водитель легковушки вину признал сразу. Он двигался по улице Агрономическая и должен был уступить дорогу автомобилю, заезжающему на улицу Ипподромная с проспекта Универсиады. Помощь пострадавшей медики оказали на месте. Госпитализация девочки не потребовалась. Водителя «Лады» 14-й модели с признаками наркотического опьянения задержали автоинспекторы на перекрестке улиц Беломорская и Гудованцева. Автомобиль остановили для простой проверки документов. К тому же сотрудники ГИБДД обратили внимание на колеса машины. Сзади на «Ладе» установлена летняя, причем довольно сильно изношенная резина. А когда подошли к водителю, сразу его узнали. 27-летнего молодого человека до этого этот же самый экипаж задерживал в нетрезвом виде уже 2 раза. Причем водительское удостоверение он никогда не получал. Права ты ничего не получишь. О законном получении водительского удостоверения молодой человек, похоже, даже не думал. Ездить в том числе и на каршеринговых автомобилях отсутствие прав ему не мешало. Но на своей машине все же спокойнее. Поэтому недавно и купил эту «Ладу». Остановили его автоинспекторы на улице Беломорская для проверки документов. Сотрудники ДПС обратили внимание на то, что автомобиль явно нуждается в обслуживании. Фары не горят, а сзади установлена летняя, причем довольно сильно изношенная резина. Когда подошли к водителю, сразу его узнали. Молодого человека этот самый экипаж задерживал за езду в нетрезвом виде уже 2 раза. В этот раз у него были признаки наркотического опьянения. О задержании он сразу сообщил супруге. Мы разошлись, мы живем отдельно, он мне просто позвонил. Вот тоже приняли его. В присутствии 2 понятых мы отстраняем управление транспортного средства. Молодому человеку предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови, хотя спиртным от него не пахло. Это стандартная процедура перед медицинским освидетельствованием. В присутствии понятых предлагаем вам пройти освещенность с прибором алкотестер. Согласны? Отказываетесь, да? Причем пройти медицинское освидетельствование больницы водитель согласился. Отказался зачем? А у меня там возможность будет пройти алкотестер. Там прямо в больнице. О возможностях пройти тест на употребление различных веществ молодой человек знает на собственном опыте. Это уже 3-е задержание с признаками опьянения. Ну ладно, бывает. В первый раз на него просто наложили штраф за езду без прав и в пьяном виде. Во второй раз завели уголовное дело. Не был сюда? Нет. За повторную езду в нетрезвом виде Уголовный кодекс предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. В этот раз на него также возбудили уголовное дело по той же статье. В больнице от сдачи анализов молодой человек отказался. За езду в пьяном виде при наличии судимости за это законом предусмотрен штраф уже до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Сильно нетрезвый 47-летний водитель Део Некси врезался в «Ладу» при выезде из Казани на улице Залесная. Он на большой для метели скользкой дороге скорости потерял управление и влетел в сугроб, зацепив попутный автомобиль. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что содержание алкоголя в организме водителя иномарки в 5,5 раз превышает норму. И в таком состоянии мужчина ночью в пургу уехал из Казани в Волжск. А его продували уже? Да?
866. Водитель «Лады» рассказывает, специально дождался ночи, чтобы как можно безопаснее и спокойнее доехать до Зеленодольска. Считал, что в заторах на скользкой дороге слишком высока вероятность происшествия. Но в аварию попал почти на пустой дороге. Рассказывает, ехал по улице Залесная в сторону выезда из Казани. Скорость была не больше 60 км в час. И увидел, что справа его догоняет Део Нексия. Я ехал по левой полосе, он меня гнал по правой. Я не знаю, где он гнал. В общем, я увидел в правое зеркало то, что сугорок стал разлетаться. Думаю, что за придурок летит. Он мне ударил в задний бампер. И все, и тут же почувствовал удар в заднюю часть. И начал крутиться 5-6 раз. Получается, сугроб, видимо, влетел, его развернуло. Вот я, считай, ехал, и он мне вот так, я вот дальше пошел крутиться, а он уже туда полез. Мужчина говорит, ему сильно повезло, рядом были и другие автомобили, но все смогли остановиться. Когда подошел к водителю Део, понял, что мужчина сильно не трезв, и тут же услышал сумму, которую он был готов заплатить, лишь бы водитель «Лады» не вызвал ГИБДД. Он говорит, давай 30 тысяч. Я говорю, слушай, машину вот недавно, говорю, сделал только. Мне потому что перед разбили, 150 тысяч, говорю, обошлось. Я говорю, 50 тысяч. Как хочешь. 30 годам, 50 нет. Не договорившись с водителем «Лады», мужчина вместе с пассажиром пытался скрыться с места аварии. Шли прямо по проезжей части. Так он сбежать хотел. Я за ним шел, потом ГАИ мне позвонила. Я говорю, у меня водитель мигает, что делать? Остановите. Я говорю, а что мне с ним даться, что ли? Он бухой. Вот. Я говорю, что давай договариваться. Он специально уж время тянуть надо. Смотрю, ГАИ подъехал. Водителя Део задержали и официально установили факт опьянения. Почему сел пьяный за руль и не страшно ли было ехать в метель на трассу, в таком состоянии ответить мужчина не захотел. Теперь суд, вероятно, лишит его водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и наложит штраф в 30 тысяч рублей. Ущерб водителю «Лады» должна возместить страховая компания. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. Колея, по мнению водителя Hyundai Solaris, стала причиной потери им контроля над автомобилем на Горьковском шоссе при выезде из города. На заснеженной дороге легковушку стало кидать из стороны в сторону, развернула поперек проезжей части, и только после этого машина смогла остановиться. И в следующую секунду в Hyundai врезался Ford Explorer. Ну, не, нормально все, что-то. Я как бы согласен, если разойтись прям так, мне тут сделать первый нож. У меня пару только единственное, по деньгам. Так, ерунда вообще, это бампер. Владелец Форда претензий к водителю Hyundai не имел, но и просто уехать с места аварии мужчина не мог. ДТП хотел оформить владелец легковушки. Она получила гораздо более значительные повреждения, чем внедорожник. Эвакуатор вызывать машину, потому что у меня не едет самостоятельно. У меня задний мост загнул. Водитель легковушки рассказывает, по этой дороге ездит каждый день, а глубокой колее знает, поэтому всегда осторожен. Здесь колея вообще уже такая, что постоянно заносит. Когда дождь идет, всегда друг друга поливают тут фонтанами. Я в Залесном живу, я часто езжу по этой дороге, и я никогда тут не гоняю, и всегда тут справа только еду. Как из первого ряда оказался слева, причем поперек дороги, не понял сам. Автомобиль просто не слушался управления. Занесло вот так, развернуло, и на той полосе остался, и он меня летел. Водитель Форда говорит, избежать аварии не было ни малейшей возможности. Легковушка перекрыла обе полосы. Объехать ее было негде ни спереди, ни сзади. Моментально остановиться тяжелая машина не смогла, тем более на заснеженной скользкой дороге. Удар пришелся в левую заднюю часть Hyundai. Ну, чуть физически нельзя было уйти, то есть ее расстояние держали. Мы бы все нормально, объехали бы его. Ну, просто я говорю, он как встал и назад как вот начал крутиться. Получается, мы уже его объехали. Водитель Форда себя виновным в аварии не считает. Сделал в этой ситуации все, что смог. Не признает вину и водитель Hyundai. Не признает, он говорит, дорожное покрытие, дорожник виноват. Участники аварии остались на месте дожидаться сотрудников автоинспекции, чтобы оформить аварию. И если владельцу Форда ущерб возместит страховая компания, то владелец легковушки намерен добиваться компенсации ремонта своего автомобиля от организации, обслуживающей эту трассу. Сирина Сахапова, Константин Бушуев, вызов 112.
Лада Гранта и Hyundai Creta столкнулись на кольцевом перекрестке улиц Батаршина и Галимджана Баруди. Об аварии в экстренные службы сообщили сами автомобили. Сработала система «Эра ГЛОНАСС». Она передала координаты аварии, связала водителей с автоинспекторами. Люди в аварии не пострадали, но автомобили получили довольно значительные повреждения. Оба автомобиля двигались по улице Баруди навстречу друг другу. На кольце девушка-водитель «Лады» стала поворачивать налево на улицу Батаршина. Водитель Hyundai только заезжал на кольцевой перекресток и должен был уступить дорогу легковушке. Но, как сам признался, из-за метели «Ладу» просто не заметил. Я прямо ехал, а он тут ехал. Я не уступил там, не заметил. Все, не видно было, там все стерли. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.